Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Сегодня четверг, 8 ноября, и доброго утра желаем вам мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня, мы уверены, каждый найдет праздник, который можно отметить. Ведь сегодня отмечается Международный день КВН, Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити и Всемирный день градостроительства. Действительно, выбор богатый, но это еще не все, о чем вы узнаете из нашей программы. Без шума и пыли. Как быстро погасить конфликт в семье? Приятного аппетита! Готовим грибную лазанью. Забери меня, мама. Артем ждет родителей. Давайте начнем с темы, которая привлечет внимание, я думаю, многих наших зрителей. Конфликт, спор, ссора. Без этого в семье не обойтись, увы, к сожалению. Но как свести их к минимуму и как ссориться без серьезных последствий? Желаем мы того или нет, но конфликт – это часть нашей жизни, с которой мы сталкиваемся практически каждый день. Несерьезные споры легко разрешаемы, однако глубокие противоречия между людьми более значимы и требуют использования стратегии поведения для их успешного разрешения. Например, есть такая техника «круглый стол», когда, условно говоря, пара определяет для себя день. Скажем, в среду мы садимся и проводим стол переговоров. Естественно, каждый из партнеров готовится к этой процедуре, пишет список там каких-то, скажем, пожеланий, того, что не удовлетворяет, не устраивает в отношениях. И сообща вместе два человека приходят к решению. В конфликте необходимо точно определить тему. Для этого вам необходимо дать высказать партнеру свою точку зрения. И если уж вы начали говорить об одной теме, то и ведите беседу только о ней, до тех пор, пока полностью не разрешите проблему. Если партнер разговаривает с вами на повышенных тонах, отвечайте ему тихо, добродушно, а главное искренне, без какого-либо сарказма. Вы заметите, как напряжение между вами начнет снижаться. Если вы сами чувствуете, что уже закипели и вот-вот будет взрыв, тогда просто рекомендуется остановиться, посчитать до 10, медленно, размеренно, и, может быть, через это время уже ситуация будет не актуальна. Научитесь прощать и принимать прощение. Если ваш партнер вас оскорбил, простите его. Если вы его оскорбили, имейте мужество извиниться. Вспомните свой самый счастливый день, прожитый вместе с этим человеком. Не копите эмоции в себе, а разрешите все конфликтные ситуации сразу, закрывая их, и не напоминайте о них друг другу потом. Если самостоятельно невозможно разрешить ситуацию, если даже вы вдвоем не можете наладить отношения, и постоянно ситуация накапливается как снежный ком, наслаивается друг на друга, то здесь может помочь квалифицированный специалист, семейный психолог. Помните, в конфликтах вы боретесь не друг с другом, а с самой ситуацией. Ситуация быстрее исчерпает себя, если вы объедините усилия. И именно тогда ваши отношения станут крепкими настолько, что никакие ссоры вам будут не страшны. Ну что ж, вот на такой оптимистичной ноте мы продолжаем. Сейчас, внимание, садоводы. Наш следующий разговор для вас. Какие нововведения были приняты в законодательной сфере, касающиеся прав обладателей земельных участков, как изменился порядок оформления прав на садовые дома и иные строения, и о многом другом. Поговорим с Энже Мухаммедгалиевой, начальником отдела госрегистрации недвижимости физических лиц Росреестра по Республике Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что нового в законодательстве о садоводстве может быть интересно нашим зрителям?
Вообще новшеств в сфере садоводства и огородничества в последнее время появилось немало, я имею в виду в законодательстве. И так летом прошлого года был принят новый закон, федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Вступит этот закон в силу уже с 1 января следующего года, то есть буквально вот через месяц, можно сказать, да, месяц небольшим. Конкретно в чем суть изменений? Вообще, как государственный регистратор прав, я бы отметила очень такое важное положение нового закона, который, я думаю, ждали очень многие. Это возможность строительства на своем садовом участке жилого дома. Эти вопросы очень часто нам задают. К сожалению, пока ныне действующее законодательство не предусматривает такую возможность, да, законного оформления на участке жилого дома, а вот уже с 1 января можно будет на законных основаниях строить дом, который будет пригоден для постоянного проживания в нем и в котором можно будет прописаться, что вот очень многие желают сделать. Кроме того, закон четко устанавливает, в какой организационно-правовой форме будут существовать юридические лица объединения вот этих граждан, садоводов, огородников. Закон усиливает контроль за правлением этих юридических лиц, за расходом членских взносов. Ну, это, вообще очень многие положения. До 1 января у нас остается уже меньше 2 месяцев. То есть осталось дачникам потерпеть. Да, нужно просто подождать тем, кто хочет, ну, например, прописаться, да, на своем дачном участке. Или как-то сейчас это уже можно ускорить процесс? Нет, сейчас пока не нужно ускорять, и, в общем-то, нет пока возможности. Да, это незаконно еще. И вообще, даже со вступлением в силу нового закона спешить никуда не нужно, бежать, что-то менять и так далее. Во-первых, я бы отметила, что закон предусматривает переходный период для вот совершения, в том числе, реорганизационных процедур с юридическими лицами. Этот период 5 лет с момента вступления в силу закона, о чем я говорю. Вот, как я уже сказала, закон устанавливает организационно-правовые формы, в которых будут юридические лица существовать. Всего 2 формы будет: СНТ и ОНТ, садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. То есть те вот разнообразные формы наименований, которые сейчас существуют, например, садовое общество, да, там, дачный кооператив, дачное партнерство и так далее, все это необходимо будет привести вот в соответствие к новым формам СНТ либо ОНТ. Вообще юридически исчезнет понятие дача. Вот, кстати, сейчас важный есть момент один, супер важный. В чем различие между садовым домом и жилым домом? Значит, вот, как я уже сказала, понятие дача исчезнет, будет либо садовые участки, либо огородные участки. А вот садовые, огородные, вот какая между ними разница будет? Вот и объясняю. Значит, на садовом участке можно будет строить жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи. На огородных это участках... просто участок, видимо, да? Но это участок, на котором можно строить определенные объекты недвижимости, те, которые я назвала. На огородном участке строить объекты недвижимости, то есть капитальное строение нельзя будет. Только участок. Возвели какое-то, временное какое-то сооружение, которое можно потом убрать, посадили грядки свои и так далее. А теперь к вопросу, как отличается садовый дом от жилого дома? Ведь законом как раз предусматривается, что возможность строительства жилого дома, садового дома и так далее. Так вот, новый закон четко определяет, дает понятие, что такое садовый дом. Это здание сезонного использования, связанное с временным пребыванием в нем. То есть предполагаем, да, что это здание с нежилым назначением. То есть вы приехали, значит, использовали в сезон, в период, то есть дачный, садовый период, вот, и все. И то есть в нем проживать возможности нет. Жилой дом же как раз тоже вот градостроительным кодексом недавно было вот уточнено понятие, что такое индивидуальный жилой дом. Это отдельно стоящее здание, кстати, с определенными параметрами, с количеством этажей не более 3, с высотой не более 20 метров. То есть, если наши кто-то, зрители, думают, что я на своем участке коттедж можно построить, многоэтажный дом, то это закон не позволяет. Значит, предназначенный для постоянного проживания в нем и, кстати, не предназначен для самостоятельного раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
недвижимости. То есть вот как раз различие в том, что здесь можно временно пребывать, здесь можно постоянно проживать. Но, естественно, жилой дом имеет все коммуникации, да, то есть позволяющие как раз круглогодично проживать в этом доме. Понятно. Хорошо, еще один расклад. Мы вот так вот решили купить себе дачу или участок, да, но предварительно не разобрались. Это огород, это сад, какой здесь дом. Купили и начинаем разбираться. Вот если здесь есть какая-то несостыковка, что делать? Я вот вам рекомендую, прежде чем покупать, все-таки сначала взять документы продавца и разобраться, что вам предлагают приобрести, соответственно, что вы потом, возможно, там планируете построить, и можете ли вы на нем этот объект построить. Так вот, прежде всего обратите внимание на разрешенное использование земельного участка. Если участок будет, разрешенное использование будет указано для садоводства, там, садовый участок, разные интерпретации, то вы должны понимать, что этот участок, на этом участке вы можете с 1 января уже построить. Да, даже жилой дом. Не говоря уже о других, менее, там, скажем, значительных объектах. Энджи, мы понимаем, что вопросов очень много у наших зрителей, у нас тоже, но времени, к сожалению, не хватает на все. Где можно посмотреть? В интернете наверняка можно ознакомиться с какими-то подробностями на сайте. Естественно, вообще можно ознакомиться с... Да, просто вкратце сайт. Сайт – это наш сайт управления Росреестра. Росреестр.татарстан.ру. Все. Теперь мы знаем, где искать ответы на наши вопросы. Спасибо большое. Сейчас реклама небольшая, и мы продолжим. Оставайтесь на ТНВ. Здравствуйте, сейчас время узнать, что нам обещают звезды. Итак, Овны, сегодня вы, скорее всего, смиритесь с проблемой, которая прежде мешала вашей жизни. Также в этот день вы разовьете активную деятельность, которую лучше всего направить на новые начинания. Тельцы. Спорная ситуация может разладить отношения с коллегами и даже друзьями. Чтобы избежать ее, лучше дважды подумайте, прежде чем что-то сказать. Близнецы. Успехи в делах поднимут вам настроение, однако они идут не так споро, как вам хотелось бы. Будьте настойчивее. Раки. Звезды сулят сложный день. Вероятно, вы запланируете слишком много дел, что приведет к спешке и заставит понервничать. В суете вы можете допустить досадную ошибку. Лев. День выдастся грустным. Возникнет ссора, которая изменит ход всей жизни. Но не спешите жечь мосты. Близкий человек скоро захочет с вами помириться. Это хорошо. Девы. У вас сегодня бодрое расположение духа, и не зря дела пойдут вверх. Но вечер лучше провести наедине со своими мыслями. Продолжаем программу. Сейчас у нас розыгрыш. В студии уже появилась Гульнара Махмутова. Приз для самого быстрого и удачливого игрока тоже есть. Гульнара, тебе слово. Доброе утро, друзья! Сегодня мы разыгрываем набор вкуснейшей, свежайшей молочной продукции от Департамента продовольствия и питания города Казани. Кисломолочная продукция из серии Кока-Бо готовится только из свежайшего молока, без добавления консервантов, поэтому подходит и детям, и взрослым. Так что садитесь поудобнее, чтобы первыми ответить на вопрос. Вопрос. Какой гриб считается самым дорогим в мире? Ну, а пока вы звоните по телефону прямого эфира 570-50-75, посмотрим сюжет, в котором также используются грибы. Ну, конечно, не те, о которых мы спрашиваем. Для приготовления грибной лазаньи возьмите 350 граммов листов лазаньи, 300 граммов шампиньонов, 150 граммов сливочного масла, по чайной ложке мускатного ореха и молотого перца, столовую ложку муки, 1 зубчик чеснока, молоко, оливковое масло, тертый сыр. Промытые грибы нарежьте пластинами. Обжарьте на сливочном и оливковом масле. Посолите, поперчите. В подсоленную воду добавьте оливковое масло. Отварите в ней листы лазаньи до готовности примерно 10 минут, не допуская разваривания.
Поджарьте на сливочном масле муку, мускатный орех, влейте молоко, положите измельченный чеснок. При постоянном помешивании положите соль, перец, 100 граммов сливочного масла. В смазанную маслом форму выложите листы, сверху положите соус, грибы и тертый сыр. Выложите еще 2 слоя. Закончите сыром. Запекайте в духовке 45 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита! Возвращаемся, чтобы услышать правильный ответ на вопрос нашей викторины. Какой гриб считается одним из самых дорогих в мире? У нас есть звонок? Алло, здравствуйте. Доброе утро всем. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, как ваше настроение? Хорошее осеннее настроение, несмотря на то, что осень, уже какое-то предновогоднее такое настроение, честно говоря. Отлично, но я думаю, когда к вашему завтраку добавятся вкусные йогурты и творожки, ваше настроение поднимется еще выше. Итак, Людмила, ваш ответ. Эти грибы – трюфели. Абсолютно верно. Белые трюфели считаются одними из самых дорогих грибов в мире. Да, спасибо вам. Цена за килограмм этих грибов достигает $7000. Спасибо большое, поздравляем победителя. Молочная продукция отправляется к Людмиле. Ну а мы желаем всем телезрителям отличного настроения. Да, ну что ж, еще раз присоединяемся к поздравлениям. Продолжим. На трюфелях не порисуешь, наверное, да? Они очень слишком дорогие для того, чтобы на них рисовать. Дорогое удовольствие. Но на чем только не рисуют люди. Даже рисунки на теле уже мало кого удивляют. Девушка по имени Влада Хагерти рисует на губах. На губах. Ты знаешь, любая девушка рисует на губах, смотря чем. Жидкое золото, кристаллы, пайетки, капли. Визажист работает во множестве стилей и направлений лип-арта. А именно так называется это творчество. В ноябре 2016 года вокруг Влады разразился скандал. Ее работы скопировала сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, которая заявила о выпуске своей новой косметической продукции. Но девушке удалось доказать, что все идеи были именно у нее похищены. Ну, давай не будем углубляться в звездные разборки. Да, особенно, что красота губ, да, красота помады и макияжа – ничто без красоты тела, спортивной формы. Именно вот об этом сейчас и поговорим. Никогда не поздно быть в форме. И сегодня у нас круговая тренировка. Прыжки ноги вместе, ноги врозь с приседом. Старайтесь выпрыгнуть максимально высоко. Приземление должно быть мягким. При выпрыгивании не заваливайте колени вовнутрь. Выполните 20 повторений. Махи из выпада. Выполняем обратный выпад. Чем дальше ставим ногу назад, тем больше задействована большая ягодичная. Маховое движение выполняется вперед прямой ногой. Верхняя половина тела удерживается вертикально. Выполните 10 повторений на каждую ногу.
Обратные отжимания на фитболе. Упираем мяч в стену и упираемся на него руками близко к центру. Колени и бедра образуют прямой угол. Спина прямая. Локти сгибаем не ниже прямого угла. Выполните 15-20 повторений. Отжимания на фитболе. Передняя поверхность бедра на фитболе. Руки, как для обычных отжиманий. На вдохе опускаемся, на выдохе подъем. Выполните 15-20 повторений. Передача мяча. Лягте на спину, вытяните руки за голову. Ноги прямые, поясница прижата. Одновременно поднимите ноги и руки, отрывая лопатки. Передавайте мяч от ног рукам и обратно. Выполните 15-20 повторений. Выполняем не меньше 2-3 кругов. Совершенствуйтесь вместе с нами. Будьте в форме. Ну что ж, вот позанимались, можно и расслабиться. А как это сделать? Перед телевизором. Не выключайте ТНВ, смотрите самые интересные программы, сериалы и фильмы на нашем канале. Это портрет мой. Я пришел забрать домой. Отель Арин. Обыщите отель. Что вы ему сказали? Я им сказал обыск отель делать. Я вам не верить. Так. Я думать, вы портрет. Банщица рассказывает Лене красивую историю любви Ибрагима и Ясмин. Та понимает, почему Ибрагиму так дорог этот портрет. Пришедшая в себя Сибель решает переписать завещание. Ясмин, смотрите сегодня в 9:00. Они собрались здесь, чтобы петь, танцевать и делиться своим творчеством со зрителями. Они играют на разных народных инструментах и передают свои знания детям. Театр Асылъяр Каравай сегодня на ТНВ. Осталась последняя жемчужина. Обычно напоследок остается самое интересное. Кто сможет ей открыться, увидит истинные лица. Приключения Романа и Зулейхи заканчиваются. В этой серии их ждет особо опасное испытание, которое проверит их дружбу. Также нашим юным героям предстоит разгадать все тайны, скрытые в волшебных жемчужинах. «Стрела наследия» смотрите сегодня на ТНВ. Но если вдруг вы сегодня собираетесь... Да, решили все-таки выйти из дома, то следующая информация вам необходима. Итак, что сегодня с погодой в Казани? Температура днем около 3 градусов со знаком плюс, ночью -2. Ну и в течение дня пасмурно и временами возможны небольшие дожди. В общем-то, в последние дни погода как-то стабилизировалась. Но, видимо, по-осеннему потихонечку настрой все больше и больше превращаться в зиму. У нас сейчас небольшая реклама, после чего мы с вами поговорим про современный дизайн. Это актуально? Актуально. Про современный, несовременный бал. Да, ну и кроме этого будет много всего интересного. Оставайтесь на нашем канале, будет правда интересно. Как работает реальная экономика на ТНВ по понедельникам в 22:10. Снова здравствуйте. Продолжаем нашу программу «Полезная информация». Хотите жить долго и не испытывать проблем с пищеварением? Какой ответ ты, интересно, ожидаешь? Да. Для этого нужно ввести в рацион всего 3 продукта. Значит, чипсы, газировка и мороженое. Ну нет, конечно. Естественно, нет. Во-первых, бобовые. Они содержат крахмал амилозу, который устойчив к действию желудочного сока, поэтому легко достигает толстого кишечника практически в непереваренном виде. Это помогает избежать вздутия живота. А еще натуральные йогурты. Ешьте их каждый день. Они нормализуют микрофлору кишечника. Но учтите, речь идет именно о живых продуктах. Обычные магазинные с длительным сроком хранения вам не подойдут. Ну и третий чудо-продукт для долголетия и правильного пищеварения –
квашеная капуста. Источник витамина С и десятков важных микроэлементов. Этот продукт естественного брожения благотворно влияет на микрофлору кишечника и поддерживает его здоровье. Мы продолжаем программу также полезными советами, но о дизайне. Они понадобятся вам, если вы начинаете ремонт. Ремонт – дело волнующее. Как создать дизайн гармоничным, комфортным, уютным и одновременно современным? Узнаем сегодня. Как сделать из маленького кухонного пространства большое? Секрет прост. Кухонный гарнитур должен быть максимально высоким, до потолка. Относительно этой кухни я кажусь очень маленькой, кухня кажется большой. Вот я использовала эту игру с пропорциями, поэтому я не обращаю внимания на это пространство, оно мне кажется относительно меня больше. Вот это первый такой главный инструмент. И есть еще одна важная деталь. Дизайнеры советуют изначально иметь представление о кухонном гарнитуре и только потом приступать к ремонту. У каждой фабрики есть свои возможности по модулям. Поэтому моя задача просто дать высоту. Мы собираем, делаем схему кухонную, и все стены, потолочное вот это пространство, да, уже то место, которое остается между кухней и потолком, оно делается уже по кухне. То есть мы не кухню ставим в дом, а мы стены строим под кухню для того, чтобы сделать такое примыкание. Нужно не забыть про главные элементы: островок, измельчитель отходов, посудомоечная машина. Это упростит жизнь хозяйки. Не стоит обходить вниманием также ванную комнату, ведь именно здесь начинается каждое утро. Основной фон бело-серый, потому что я хотела показать ощущение чистоты. Этот узор, этот рисунок на плитке, он очень популярный. Это колоката, рисунок колокаты. То есть это имитация на керамограните рисунка натурального мрамора. Маленькие хитрости сэкономят ваш бюджет. Плитка формата 60 на 60, накладные уголки и сантехника. Есть 3 системы. Это накладная система. То есть вот это вам все трубы снаружи, и вам вот это надо будет все мыть, вытирать и так далее. Второй вариант – это встройка, когда вы видите только душевой излив и только управление, то есть смесителем. Это второй вариант. И третий вариант – есть специальные очень умные душевые, они встраиваются в очень большие системы. Выбор цвета также играет колоссальную роль. Продумайте все до мелочей. Колористика – это отдельная наука, и я предпочитаю все-таки хорошую базу, то есть это обязательно натуральные оттенки. От светлые, белые, бежевые, песочные, серые, то есть это цвета земли, песка. Но все же в современном стиле универсального рецепта нет, поэтому экспериментируйте. Ну а сейчас мы расскажем вам о мероприятии, которое произошло на днях в Казани. Да, в нашем городе прошел настоящий бал. 2 ноября Академический лицей имени Лобачевского провел свой ежегодный бал. На этот раз он назывался «Бал Наташи Ростовой в Казанской ратуше» и посвящался творчеству Льва Николаевича Толстого, 190-летие которого отмечается в этом году. Толстой – это целая эпоха в истории России, потому что это не только культура, это его и гражданская, нравственная позиция, которая определяет, может быть, даже судьбы многих людей. Бал открыл торжественный полонез, погрузивший всех в атмосферу 19 века. Лицеисты исполнили композицию, посвященную жизни и деятельности великого писателя. Также были показаны театрализованные выступления по произведениям Льва Толстого, но самым ярким событием бала было исполнение вальсов как юными участниками, так и старшеклассниками. Этот бал посвящен Толстому, я очень восхищаюсь его творчеством. Такие балы проводятся лицеем совместно с русским и татарским дворянскими собраниями Республики Татарстан с целью сохранить традиции российской культуры и продолжить связь поколений. Ну вот, кстати, продолжим тему творческого развития детей и не только. У нас в студии Светлана Кочеткова, руководитель студии актерского развития. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, вот как разглядеть у ребенка, родителям у ребенка задатки актерского мастерства? Ну, вы знаете, наверное, начало ответа будет тривиальным. Если ваш ребенок любит выступать перед родственниками, любит примерять на себя различные образы, костюмы,
Высока вероятность, что, наверное, ему интересна актерская Если он не профессия. стесняется. Не стесняется. Но я бы здесь хотела отметить, что актерским мастерством следует заниматься и в том случае, если ситуация прямо противоположная. Ага. Если ребенок зажат, стеснителен. То есть, наоборот, чтобы он раскрылся. Конечно. Потому что хочет он этого или не хочет, ему все равно придется выступать как минимум на утреннике, читать стихи как минимум перед классом, защищать курсовые, Для некоторых ведь дипломы. это пытка просто. Вот. И чем больше, шире его арсенал актерских приемов, тем меньше у него стрессов, тем меньше у него комплексов. Поэтому, наверное, актерские курсы больше даже не для тех, кто хочет быть актером, а скорее, кто хочет быть Это просто методика успешным. получается какая-то? В нашей студии, да, мы применяем и актерский тренинг, и психологический тренинг. Занимаемся по системе Станиславского и Чехова. Наши педагоги развивают у детей и мышление, творческое воображение, и учат их вести себя публично, вернее, примерять на себя Образы. Вот это понятие публичного одиночества очень важно, когда человек выступает перед аудиторией. Хорошо, давайте мы представим, что решили из нашего ребенка сделать актера, артиста, подвинуть какую-нибудь известную звезду. В каком возрасте нужно отдавать ребенка вот в актерскую студию? Наша студия открыта для детей вообще официально с 5 лет, но приходят такие 4-летние, которые и 7-летних заткнут за пояс. То есть все зависит от того, насколько ребенок развит, насколько ему интересно. А если ему интересно, но он пока стесняется, то наши педагоги помогают ему раскрыть свой внутренний потенциал. Хорошо, начальный возраст мы выяснили. А вот 4 года, взрослые, да, взрослые, вот, может быть, из ваших примеров самые возрастные, скажем так, категории, да. Надеемся когда-нибудь увидеть 90-летнего, но самый возрастной у нас был 62 года, мужчина приходил. Как это произошло? Ему нужна была не сцена, ему нужно было... Он предприниматель, начинающий предприниматель в свои 62 года, и ему нужно было просто научиться уверенно себя вести перед аудиторией, вести переговоры, да, совершенно верно. Он пришел, сразу же представил себя капитаном корабля, и вот понеслось. Хорошо. Ваша студия также дает знания об искусстве речи. Что это такое, как это работает? Наш курс по ораторскому мастерству, мы его замыслили с тем, чтобы помочь людям, не только тем, кто мечтает о сцене, а согласитесь, ну, вот как в данном случае, то, что вы рассказывали, да? Да. Сейчас умение правильно, красиво, свободно говорить – это конкурентное преимущество в любой сфере. И, кроме того, ораторское мастерство, оно важно еще и для физического, для психологического здоровья. Наши педагоги помогают и поставить правильное дыхание, это основа здоровья, научиться работать грамотно своим аппаратом артикуляционным, открыть свой природный голос, потому что мы все на самом деле разговариваем не своими природными голосами, под влиянием стрессов, комплексов, мы зажали свои челюсти, гортани и вот так вот шепелявим. И здесь срабатывает обратный психологический механизм. Раскрывая свой природный голос, мы возвращаемся к самому себе. Это повышает качество жизни, повышает эффективность в любой сфере. Улучшает общение, упрощает общение, да, наверное, со всеми. Как вообще, вот, мне интересно, как проходят занятия? Даете ли вы какие-то задания? Ставите ли вы какие-то постановки? Всего много. Мы проводим актерский тренинг по системе Чехова и Станиславского, как я уже сказала. Ребята и маленькие, и взрослые. У нас система обучения практически одинаковая, что у малышей, что у взрослых. Со взрослыми сложнее. Больше тех самых зажатостей, наверное, комплексов. Да. И в течение полугода наша задача поставить какой-нибудь маленький спектакль, а может быть даже большой спектакль. Со взрослыми получались и большие спектакли. Участие в конкурсах обязательно для того, чтобы ребята привыкали работать на большие массы людей, чтобы было в том числе им интересно, и чтобы о них узнавали. А есть вообще какие-то экзамены? Сдают? Экзамены у нас есть, но это скорее, знаете, такая демонстрация друг другу того, чему мы научились, да, с тем, чтобы было понятно, а для чего мы делали вот эти упражнения, иногда они кажутся совсем неуместными, совсем непонятными, для чего мы сидим с закрытыми глазами и представляем себя в лесу. А потом им становится понятно, когда по частичке складывается вот из этих бусинок целое ожерелье, и тогда становится понятным, оказывается, вот для чего все эти
методики, которые совсем актерскими не назовешь. Да, вот вы сказали, что с детьми работать проще, чем со взрослыми, потому что взрослые зажатые, забитые, я хотел сказать. Ну ладно. В общем, и забитые тоже, да. Есть ли такие ученики, с которыми, ну, вообще невозможно работать? Ну, которые, ну, вот никак не поддаются? Знаете, единственное, что часто мешает в работе, то, что, ну, у детей мотор во всех местах, и их иногда бывает сложно собрать и сконцентрировать. Они могут уронить колонку от магнитофона, могут там сломать инвентарь. Ну, это, так сказать, уже небольшие издержки, да, или бонусы. Светлана, дайте, пожалуйста, совет. Вот если мы сейчас раздумываем над тем, отдать нашего ребенка, может быть, вот куда-то в актерскую стезю, да, или нам самим попробовать поступить в театральное училище или что-нибудь типа того. Какие книги нужно читать, какие фильмы нужно смотреть, на кого ориентироваться? То есть как нужно наполнять Как развиваться. Да, как развиваться, как заняться саморазвитием в этой сфере? По поводу фильмов. Хорошие фильмы смотреть. Так, давайте разграничим. Ну, я думаю, что здесь нужно ориентироваться на всеобщее мнение, ну, вернее, признанное мнение профессионалов. По поводу книг, если именно по развитию актерского мастерства, это Станиславский и Михаил Чехов. Причем, вот немножко отступлю от темы, я вообще по образованию... То есть Михаил Чехов? Михаил Чехов, племянник Антона Павловича Чехова. И когда я сначала изучала коучинг, а потом актерское мастерство, и когда я прочитала систему Чехова, я поняла, что, боже мой, это же не что иное, вернее, да, это не что иное, как инструменты, которые в настоящий момент применяют для развития личности. То, что красиво оформили и назвали коучингом, это и есть система Станиславского и система Михаила Чехова. Интересно. Поэтому мы вообще не разграничиваем, сильных границ не ставим между актерским развитием и развитием личности. О, это хорошее замечание. Светлана, спасибо большое. Спасибо Будем вам. надеяться, что вот те, кто сейчас услышали для себя приятные советы, поняли, что это не страшно, детей отправляйте в актерство не страшно, и у всех все получится. Вам удачи, хорошего дня. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас информация для тех, кто не знает, чем заняться сегодня. Что интересного происходит в Казани. В рамках казанских гастролей театр Санкт-Петербург-опера представит спектакль «Паяцы». Криминальный сюжет, взятый автором оперы и либретто Руджера Леонковала из реальной жизни, в интерпретации Юрия Александрова обрел новое звучание. Человеческие страсти преподносятся в постановке театра через призму комедии «Дель Арте» итальянского площадного театра, где спектакль строится методом импровизации на основе сценария, а образы яркие и гипертрофированы. А в театре юного зрителя спектакль по повести Гоголя «Нос» в инсценировке Туфана и Мамуддинова. Невероятные фантастические сюжеты – отличительная особенность творчества знаменитого писателя. Вот и сюжет этой знаменитой повести строится на абсурдном происшествии. У коллежского асессора Ковалева сбежал нос. И не просто сбежал, а очень даже удачно устроил свою независимую жизнь, дослужившись до высоких постов. В спектакле сохранен гоголевский юмор, вплетенный в мистический сюжет. Сегодня в творческой лаборатории театра «Вентилятор» пройдут бесплатные пробные занятия по ораторскому искусству от актрисы Елены Ненашевой. В программе постановка дыхания, артикуляционные упражнения, работа с пластикой тела, работа над раскрытием личного актерского потенциала и многое другое. Слушай, ну все самые интересные события у нас связаны вот с чем-то, да, с чем-то театральным, поэтому наш предыдущий разговор, надеемся, что вам был полезен. Продолжаем нашу программу и астропрогноз в завершении нашей программы «Весы». Сегодня вы начнете подводить итоги уходящего года. Уже вот так, уже сегодня. Сделайте выводы и даже расстроитесь. Не надо этого делать. Еще 2 месяца до конца года все может измениться. Все можно изменить в лучшую сторону. Скорпионы, вам удастся найти взаимопонимание в общении с коллегами, решаться все старые конфликты, однако не спешите брать на себя обязательства, в исполнении которых вы не уверены. Нужно отвечать за свои слова и действия. Это очень важно. Стрельцы, сегодня вы впадете в романтическое и мечтательное настроение. Вам будет легко найти подход к любому человеку. Также ожидается улучшение
улучшения финансовой ситуации. Ну, вот так вот впали в романтические настроения и финансы улучшились. Да, мы позавидуем стрельцам Да. сегодня. Козероги, день обещает быть активным. Вероятно, неожиданные ситуации, в которых вам придется ответить за ошибки недавнего прошлого. Ну, за все нужно отвечать. Да. Водолеи, сегодня все задуманное осуществится и исполнится желание. Недоброжелатели попытаются воспользоваться вашей доверчивостью, однако вы быстро предугадаете их намерения. Рыбы, нудные домашние хлопоты не испортят ваше хорошее настроение. Середина дня знаменуется поездкой, в которой вам придется проявить твердость характера. Интересно, что за поездка? Расскажите. Потом рыба нам расскажет. Да, расскажите. Завтра. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Вот что вас ждет завтра. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. Будь в форме. Секреты выполнения упражнений для бодрости тела и духа. А также обзор кинопремьер на эти выходные. Итак, еда, спорт и кино. Вот о чем поговорим завтра. Все самое приятное. Но там будет у нас еще гораздо больше тем, чем эти названные 3. Сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. И в этом же составе, в то же время, 8:10 на ТНВ. Увидимся завтра. А сегодня хорошего дня и пока-пока. Удачи. Черное озеро. По будням в 21:00.